Друзья, привет! Сегодня мы с вами сделаем рекламу с целью лиды. Заходим в ADS Manager. Выбираем наш аккаунт. Все ваши аккаунты можно посмотреть здесь, либо вот здесь. Выбираем наш аккаунт. Переходим в табличную версию, где вот компании. Нажимаем «Создать». У нас был урок про узнаваемость. Мы с вами узнали уже, как делать трафик, как делать вовлеченность. Теперь мы с вами заходим в лиды. Выбираем. Компания с целью лиды, созданная вручную, выбираем. Вот у нас компании, группа объявлений и объявления. В компаниях мы просто с вами пишем лиды тест. И все, больше здесь ничего заполнять не нужно. Переходим в группу объявлений. В группе объявлений в лидах тот же самый раздел, где мы с вами выбирали на сайт отправлять, на сайт и звонки, моментальные формы, мессенджер, моментальные формы мессенджер, Инстаграм, WhatsApp, звонки, приложения. На самом деле лиды – это такой вид рекламы, когда человек нажимает на кнопку «Подробнее», у него открывается специальная форма, где автоматически загружается его имя и телефон, который он загрузил при регистрации на Facebook, либо он сам вручную может забить их. И получается, в этой форме есть кнопка «Отправить», он отправляет заявку для того, чтобы вы сами перезвонили ему и рассказали о своем товаре или услуге. Эта форма очень хорошо работает с услугами, ну, такими вот, как салон красоты, потому что человек оставляет заявку, вы обзваниваете, рассказываете ему про свой салон, все подробности рассказали, ему все понравилось, он записался. Вот так вот он работает. То есть это живой контакт с конкретным человеком. Поэтому я его часто применяю именно где услуги. Ну, то есть в компаниях, где у нас есть услуги, а не товар. Поэтому здесь мы с вами выбираем моментальные формы. Дальше выбираем нашу страницу Facebook. Ну, если автоматически у вас не выйдет, значит, надо выбрать максимальное число лидов, то есть нам нужны лиды. Места, где я не заполняю, я не буду вам показывать. Мы выбираем моментальные формы. Выбираем нашу страницу Facebook. Максимальное число лидов оставляем. Бюджет ставим. Давайте мы здесь поставим хотя бы $3, чтобы у вас вот здесь было видно. Вот видите, 1 и 10 лидов. То есть чем больше бюджет, тем больше лидов. Ну, конечно, это не всегда так. То есть иногда бывает, что вы там поставили $10 и ни одного лида. А бывает, наоборот, там вы поставили $1 и очень много лидов приходит. Поэтому здесь по-разному. Начинайте с малого, как я всегда говорю. Дату устанавливаете, либо оставляете ту, которая здесь стоит. Установить дату окончания я никогда не ставлю. Я останавливаю вот там, где ADS Manager на главной странице. Поэтому я вам показываю, как я настраиваю. Вы можете, конечно, делать по-своему. Просто базу посмотреть, как настроить. Дальше мы с вами выбираем местоположение. Так как мы уже начали с вами про салон красоты, давайте мы также Алматы будем выбирать. Алматы 26, например. Это примерно вот столечко. И за это время смотрим, какие изменения вот здесь происходят. У нас аудитория меняется сразу. 1 200 000, 1 500 000. Охват. И сколько количество лидов. Ну, здесь, видите, меньше 10. Мы не обращаем на это внимания. Нам нормально устраивает. Меньше 10 тоже нормально. Дальше проходим. Рекомендации по аудитории. Не обязательно. Нам всегда говорят, но мы всегда заходим и настраиваем. Мы устанавливаем возраст. Ну, давайте, в принципе, ладно, салоны могут с 18, да, посещать. 60 поставим.
Хотя нет, давайте 65 плюс все-таки оставим тоже. Лица любого пола. Нас интересуют женщины. Сразу смотрим, вот меняется, видите? Редактировать. Салон красоты. Что у нас здесь еще? Косметология. В принципе, она ничего не меняет, поэтому мы салоны и красота давайте выберем. Все. Охват у нас 2400 человек увидит, написано. Нам этого достаточно. Места размещения. Редактировать. Выбор мест размещения вручную. Ставим Facebook, Instagram. Я Facebook всегда оставляю, потому что Facebook тоже работает. Скажу вам по своему опыту. Вот это убираем. Вот это тоже убираем. Все. 1 900 000, 2 300. Охват и лидов нету. Ну, ничего страшного. Мы двигаемся дальше. Если вы хотите, чтобы здесь данные изменились, вы, конечно, можете поставить, например, бюджет больше. Например, если вы поставите 10 и посмотрите на результаты, вот вам показывает аудитория та же, охват уже увеличился до 7700, и лиды стали 4,20 лидов. Поэтому здесь смотрите именно по своим возможностям, да, насколько вы готовы обзванивать, насколько вы готовы с ними работать. Если ставим $5, вот опять то же самое показывает, что типа лидов не будет. Ну, Фейсбуку выгодно на самом деле, чтобы вы ставили больше бюджета. Я поставлю $3, этого достаточно, я считаю. Здесь мы поставим, это у меня привычка, так что я показываю, как я делаю. Можете по своему усмотрению здесь писать. Алматы 18+, и у нас красота. Все. Переходим к объявлению. АД1. Страницу проверяем. Наша страница стоит, наш Инстаграм стоит. Мы здесь также можем создать рекламу, либо использовать существующую публикацию. Разницу я вам уже говорила, да? Когда создаем рекламу, мы здесь создать рекламу оставляем, выбираем креатив, который у нас есть на компьютере. Либо изображение, либо видео. И здесь нужно написать текст. А когда мы выбираем использовать существующую публикацию, мы выбираем любую публикацию с нашего Инстаграма, выбираем подать заявку. Самый важный момент, чем отличаются вообще лиды от трафика, например, или от узнаваемости, вовлеченности, что у нас есть вот такая вот форма, которую мы должны создать. Сейчас я покажу, как создать эту форму. Мы нажимаем с вами «Создать форму», меняем название, например, форма «Салон красоты». Можно даже дату поставить, например, вот так, чтобы вы знали, что это за форма. Увеличение объема, высокое намерение, вот это не важно, что вы выбираете, поэтому мы здесь ничего не трогаем. Переходим в следующее, вступление. Вот здесь можно выбрать фоновое изображение, использовать какое-нибудь загруженное изображение. Ну, загрузить какое-то изображение можно. То есть изображение должно быть такое продолговатое. Можно вообще без изображения на самом деле. Дальше пишем краткий какой-нибудь заголовок. Ну, например, так как у нас салон красоты, мы можем написать приглашение в этот салон красоты, либо мы можем написать какую-нибудь акцию, да, только до 8 марта скидки первым 5 записавшимся. Ну, примерно давайте вот что так. Давайте конкретно скидку укажем.
Вот так. Здесь нам нужно написать кое-какие важные вещи про салон, например, чем мы отличаемся от других. Это можно вот в таком вот в текстовом варианте, либо можно вот таким списком. И в списке мы указываем удобный заезд, парковка для клиентов. Это важно. В салонах, где подъезжают люди на машинах, это важно. Бесплатные напитки. Запись в любое удобное время. Вот примерно можно вот так вот написать. Дальше переходим. Как оно будет выглядеть, вы можете смотреть вот здесь. Моментальные формы – это для тех, у кого нет сайта, потому что сайт же нам нужен для чего? Сайт лендинг-пэдж, например, нужен для того, чтобы принимать заявки. Вот как раз вот эта форма, она тоже как мини-сайтик, который вы заполняете для того, чтобы человек оставил заявку. Вот здесь дальше мы должны заполнить вот этот вот раздел, который называется «Контакты». У нас как бы уже автоматически здесь заполнено на самом деле. Email и полное имя написано. Ну, так как email нам не особо нужен, мы будем менять. Нам нужно, во-первых, имя человека. Нам достаточно одного имени. First name, да, например. И phone number. Email можно убрать. Кстати, давайте зайдем в настройки и поменяем английский на русский, так как мы сейчас заполняем на русском. Готово. Получается, у нас вот первый раздел у нас заголовок, имя и номер телефона автоматически загрузится человека. Вот здесь нужно ввести нам информацию. И обычно мы пишем примерно такой текст. Заполнение данной формы означает ваше согласие на звонок от нашей компании. То есть таким образом мы предупреждаем их, если они заполняют данную форму, что мы им позвоним, чтобы они не делали круглые глаза и не говорили, что я ничего не оставлял. На самом деле человек иногда может так автоматически это делать, но если у нас здесь в базе появится имя и телефон, мы позвоним ему. Здесь в политике конфиденциальности раздел. Указывайте любой URL. Я укажу URL нашего Инстаграма, либо можете URL вашего сайта тоже указать. Вот текст ссылки вы можете также взять вот этот текст, который у нас заполнение данной формы. Отмаз напишем. Дальше переходим в завершение. Спасибо. Ваша заявка принята. Мы перезвоним вам. В течение 2 часов. И здесь вы можете писать там 2 дня, 3 дня, в течение недели, да, но желательно указывайте то время, которое вы действительно сможете им перезвонить, потому что если вы укажете, что мы вам перезвоним в течение 15 минут, и в течение 15 минут вы не звоните им, это означает, что клиент от вас уже ушел, потому что клиенты верят таким надписям.
И если вы не можете перезвонить в течение 2 часов, напишите там в течение 24 часов, когда вы точно сможете им перезвонить. Следующий момент, когда они уже отправили заявку, их можно отправлять на сайт, отправлять на какой-то файл. Бывает же вот такая реклама, например, оставь свой телефон и получи бесплатный гайд по росту волос. Оставь свой телефон и получи чек-лист топ-10 самых рабочих инструментов. Что-то вот такого формата, вот как раз вот такие файлы, чек-листы вы можете загружать сюда. Вот здесь загружаете этот медиафайл, и человек, когда уже оставил заявку, к нему выходит вот такой вот скачать, и он скачивает. Вот здесь вы можете просто отправлять людей на сайт, либо на ваш Инстаграм можете здесь также отправлять. Позвонить компании. Если вам долго ждать, перезвоните нам, мы сразу вам ответим, да, что они сразу позвонят. Либо в чат, в мессенджер можете их тоже отправлять, вот в чат мессенджер. Человек перейдет и перейдет в чат мессенджер. Например, если перейти на сайт, мы берем ссылку на наш сайт, и у нас будет здесь выражение так: смотреть сайт, либо перейти на сайт. Перейти на сайт. Дальше, либо, вот смотрите, да, теперь посмотреть файл, мы можем добавить любой медиафайл. Скачать чек-лист. Скачать чек-лист. Доступ получен, вы можете скачать себе этот контент, написано, видите, у него. Он скачивает этот чек-лист. Если позвонить компании, вы здесь размещаете свой номер телефона. И так далее, да? И к нему позвонить. Вот здесь будет кнопка «Позвонить», и они вам позвонят. Или в чат мессенджер. Мессенджер – это приложение в Фейсбуке. Это как директ в Инстаграм. Вы можете их тоже туда направлять. Обычно я всегда их отправляю на Инстаграм, для того, чтобы они туда подписывались, возможно. И обычно я здесь пишу. Вы можете подписаться на наш Инстаграм, чтобы быть в курсе всех акций. Вот так будет выглядеть. И вот здесь подписаться. Все, нажимаем «Создать форму», и у нас создается форма. Вот здесь у нас будет наш пост, и внизу наша форма. Вы ее можете вот так вот посмотреть. Видите? На Facebook форма будет вот так вот выглядеть. И на Instagram она будет выглядеть вот так. Вот на Facebook скидка, то, что мы с вами заполняли, контактная информация, политика конфиденциальности и спасибо, ваша заявка принята. На Instagram вот такая вот форма. Сразу автоматом загружается их телефон, имя. Спасибо, ваша заявка принята, мы перезвоним вам. И Инстаграм. Подписаться. Все. Вот так будет выглядеть вот эта вот реклама ваша. Я надеюсь, вам было понятно. В принципе, здесь ничего такого сложного нету.
Давайте мы просто продублируем. Посмотрим другие, какие варианты есть. Это когда создать нужно свою публикацию, тоже можно. Не использовать существующую, а создать рекламу. Создать рекламу. Выбираем какое-нибудь изображение, либо видео. Здесь пишем текст. Подать заявку. Выбираем первую попавшуюся фотку. Я выбираю. Вы выбираете то, что вам хочется. Там должно быть готовое видео, готовый текст для того, чтобы отправлять. Вот здесь вот в группе объявлений сайты звонки, Инстаграм, WhatsApp, я их обычно здесь не применяю. Именно в лидах, когда цель лиды, я применяю только моментальные формы. Все остальные, отправить людей на сайт, там, отправить людей на Инстаграм и WhatsApp, вы можете применять в целях трафик, в узнаваемости, в вовлеченности. Я думаю, это понятно. Все, спасибо, благодарю за внимание. Думаю, вам было интересно. Нажимаем «Закрыть». Выходим на нашу главную страницу ADS Manager. У нас здесь вот все наши, то, что мы до этого с вами настраивали рекламу. Лиды тест. Вы можете ее проверить. Нажимаете «Проверить и опубликовать». Выбираете наш лиды тест. Смотрим группу объявлений. Вот она, красота наша. И объявления. Вот две наших, которые мы с вами сделали. Там ошибок нету, поэтому вы можете спокойно их отправлять на модерацию. После того, как модерация у вас завершится, вот так будет выглядеть ваша готовая реклама. Вот эта реклама, которая крутится у нас. То есть она реальная. Вот у нас здесь стоит вовлеченность и лиды. Переходим на лиды. Вот это только запущенное у нас в режиме обучения стоит, а вот это уже активное. У нас здесь вот лиды. Видите? Лиды на Facebook. Если мы вот так вот заходим, у нас вот показано лиды на Facebook. Вот внутри объявлений, именно вот в объявлениях, мы можем скачать этот лид. Мы нажимаем «Скачать». Открывается вот такая вот табличка. Мы можем поставить здесь дату, которая нам нужна. Мы сейчас оставим. Либо диапазон, да, дат. Переводим в режим Excel и нажимаем «Скачать». У нас автоматически вот скачивается этот файл. Вот такой файл у вас загрузится на компьютер. Вот здесь у вас показывает ID рекламы. Здесь то, что вам нужно, это дата, когда поступила заявка. Название рекламы. Мы обычно пишем AD1, AD2. Здесь VD2. Дальше название группы объявления. Видите, Алматы, 30 километров, педагогика. Я обычно еще здесь пишу дату, когда запущена была реклама, чтобы понимать, что это за группа объявлений. Еще идут какие-то данные, название формы. Вот. Дальше идет платформа, откуда была отправлена заявка. Инстаграм, Фейсбук, имя человека. Дальше идет телефон. Телефон мы уже не показываю я вам в целях конфиденциальности. Ну, дальше вот у нас вот такая форма. Дальше вы их обзваниваете, разговариваете с ними, приглашаете на пробный урок. Таким образом, мы видим клиентов в Инстаграме и Фейсбук. Все. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было полезно. До встречи.